Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». В студии работает Сергей Михедов. Студенческие отряды — это не только возможность найти себе подработку на лето, но и хороший шанс проявить себя, открыть в себе лидерские качества, встретить настоящих верных друзей и получить впечатления и воспоминания на годы вперед. Студотряды республики работают в разных направлениях. Есть строительные, медицинские, педагогические, сельскохозяйственные и сервисные отряды. Среди сельскохозяйственных можно отметить путинные отряды, работающие на рыбопереработке за пределами республики. И сегодня у нас в гостях Анжелика Захарова, специалист пиар-отдела Якутского регионального отделения, ну и победитель премии главы Якутии в номинации «Лучший боец студенческих отрядов». Добрый вечер, Анжелика. Добрый вечер, Сергей. Ну и в начале нашего разговора разрешите вас поздравить с этим званием лучшего бойца студенческих отрядов. Спасибо. Ну и с 55-летием этого движения у нас в Якутии. Вот расскажите, какие мероприятия прошли к этой круглой дате, ну и чем запомнились? Ну, у нас само закрытие прошло только вчера в культурном центре «Сергеляхские огни», где собрались все нынешние активисты, ветераны нашего движения, ну и, конечно же, почетные гости. В рамках закрытия летнего трудового семестра у нас проходили региональный этап 7-й Всероссийской спартакиады студенческих отрядов, где у нас участвовали нынешние активисты, и вчера выявили только абсолютного чемпиона. Это у нас сборная команда студенческого сервисного отряда «Ботор» и студенческого путинного отряда «Манчары». Также у нас проходил конкурс названием «Лучший студенческий отряд Республики Саха-Якутия», где тоже у нас выиграл студенческий педагогический отряд «Big Time». Вот. Ну и также вчера у нас прошло Торжественное событие. Да, торжественное событие. Ну и, конечно, выявление победителей премии главы Республики Саха-Якутия, где только вчера я узнала о том, что я стала лучшим бойцом. Для меня это было очень-очень большим шоком, и я была очень удивлена. А вчера у нас выявили лучшего командира. Это у нас Бурнашева Надежда Александровна. Она у нас работала куратором медицинского направления в региональном штабе. Ну и она также командир медицинского отряда «Максимум». Лучшим комиссаром у нас стала Титова Анисия Дмитриевна. Она у нас комиссар штаба студенческих отрядов Северо-Восточного федерального университета. Ну и бойцом я боец студенческого педагогического отряда Peace Power People, который у нас работает на базе финансово-экономического колледжа имени Ивана Ивановича Фадеева. Задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону 42 14 39, ну или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp +7 914 235 05 02. Расскажите про свой первый опыт в составе студенческих отрядов. Как это было? Я вступила в студенческие отряды в далеком 2018 году. Мне было тогда 16 лет. Я поступила в финансово-экономический колледж и думала, как же разнообразить свою студенческую жизнь. И как раз-таки увидела объявление о том, что в педагогический отряд объявлен набор. Недолго думая, я со своей одногруппницей Яной, которая сейчас она у нас тоже работает в региональном штабе, мы с ней решили: давай пойдем, да, нам это надо, мы очень хотим, давай пойдем. Мы вместе взялись за ручку и побежали, и записались, и началась наша совсем иная студенческая жизнь. Я думаю, что для меня лично это было самым лучшим решением в моей жизни, потому что студенческие отряды подарили мне очень многое, начиная от верных друзей, которые меня сейчас окружают, которые сейчас являются моими самыми близкими друзьями. Работа, конечно же, да. Работаю я по педагогическому направлению, работала я в лагерях нашей республики, но в этом году я работала в Сосновом Бору, вожатой, на смене. Чему была посвящена, чем занимались на этой смене? Я работала на смене
Я сейчас так взволнована, что я забыла. Забыли, да. ничего страшного. Ага. Давайте продолжим Вот разговор. работала в лагере, ну и потом, получается, 16 лет работала где. Получается, первые 2 года я не смогла отработать, потому что мне не было 18 лет. Потом уже, когда я уже решила, да, вот мне исполнилось наконец-то 18 лет, и я могу поработать, у нас сказалась пандемия. Все лагеря, к сожалению, не работали, поэтому думала, может поехать по другому направлению, но все-таки нет. Я верна своему направлению, люблю свое педагогическое направление. Вот. А потом в 2020 году меня назначили уже куратором педагогического направления в Республике Саха-Якутия. И совместно вот с Титовой Анисией. Потом мы уже начали свою работу как кураторы, уже работали с лагерями, работали с вожатыми нашей республики, готовили их, проводили различные мероприятия, организовывали. Потом уже система у нас в региональном штабе изменилась, кураторов сейчас нету, сейчас у нас уже работает как отдел по трудоустройству и пиар-отдел. Вот, Анжелика, расскажите, что дает студенту участие в студенческом отряде? Именно вот эта деятельность. Есть какие-то, может быть, привилегии по учебе, может быть, новые знакомства? Вот какие преимущества вы ощутили? Я ощутила на самом деле многое. Для меня, как по мне лично, да, студенческие отряды мне подарили очень много эмоций, очень много незабываемых моментов, потому что, допустим, те же самые участия на всероссийских слетах студенческих отрядов, которые проводятся из года в год в различных городах нашей республики, нашей страны, то есть, прошу прощения, те же самые окружные мероприятия, там, где тоже мы участвуем. Допустим, вот недавно, только совсем недавно, мы прилетели со всероссийского слета, который проводился в городе Кемерово, и также мы приехали с окружного слета, который проходил у нас на Сахалине. Вот. И мне кажется, студенческие отряды дарят нам очень много эмоций, очень много возможностей показать себя в любой сфере. Как вы видите, у нас много направлений, где мы можем показать себя с разной стороны. Мне кажется, есть также, мы можем в студенческих отрядах найти абсолютно все. Те же самые работы, да, за которые мы получаем деньги, какой-то опыт. Допустим, если у человека педагогическое образование, он выбирает себе педагогическое направление, работает уже с детьми, уже работает в каком-то лагере, и в будущем, когда он уже оканчивает свою учебу, он уже может туда идти работать, допустим. То есть уже есть какая-то практика трудовая. Да, у нас уже такое было. Да, у нас многие так делали и делают. Вот. И также можно найти любовь свою в студенческих отрядах. То есть какая-то романтика. Да, романтика есть, отрядная романтика есть. Она была, есть и будет всегда. Вот. Мне кажется, найти можно абсолютно все. И мне кажется, в принципе, даже, может быть, определиться со своей судьбой, да, встретить свою половинку и будущую работу найти, да, на которой... мне кажется, я сама нашла свое предназначение, работаю в региональном штабе пиар-отдела. Мне это очень безумно нравится, организовывать мероприятия для ребят, особенно потом ты видишь свои плоды труды, видишь ребят, которые благодарят тебя за эти же мероприятия, за работу твою, они радостные, смотрят на тебя и говорят: спасибо большое вам. А если бы не мы, если бы не региональный штаб, то не было бы у меня такой яркой студенческой жизни. Да, ребята очень классные, очень благодарят за наши работы. Мне кажется, это для меня очень приятно. А вот есть, например, ветеран студотрядовец, да, например, известный всем членам, да, этого братства студенческого, или, может быть, какой-то отряд знаменитый, который... Да, у нас таких отрядов очень много, ветеранов наших движений очень много, да. Например, да. Они у нас постоянно присутствуют на наших мероприятиях, мы от них получаем безумную, колоссальную поддержку, они нас поддерживают во всем. Я могу примеры привести. Допустим, студенческий строительный отряд СОФИМ, который уже работает на протяжении 50 лет. Да, это то есть они, допустим, в этом году они организовали тур по районам нашей республики, по которым они работали.
Вот, это очень классно. Они еще вчера нам вручили вот классную фотокнигу с этими фотографиями, с эмоциями. Вот, и они как раз-таки вчера были на нашем мероприятии, рассказали нам, как это было, ну, вот 50 лет назад все-таки. То есть окунулись в историю, можно да, сказать, да? спели свои песни, которые тогда были Популярны. да, популярны. И я просто сижу вчера, и чуть ли не слезы идут, потому что, блин, вот такое крутое движение, которое уже 63 года существует. И Ну и поговорим давайте об этом сезоне. да, давайте. Как прошел этот трудовой сезон, где трудились бойцы из Якутии? Так, в этом году у нас работали по всем направлениям. Все 5 направлений были охвачены. Также у нас в этом году появилось направление «Трудовые отряды подростков». То есть мы теперь работаем не только со студентами, но и работаем также со школьниками. Вот. Я сама лично руководила этим проектом «Трудовым отрядом подростков», и мы в этом году трудоустроили около 40 школьников с города Якутска. Мы работали дворовыми вожатыми. Это дворовые вожатые, то есть они работают на дворовых площадках. Мы работали, то есть с детьми играли, проводили для них какие-то мероприятия тоже, да. Вот. Также у нас ребята работали, ну вот по строительному направлению у нас около 1000 бойцов работали. Вот. У нас работали они как в районах нашей республики, так и на межрегиональной стройке, также работали на международной стройке «Север». Вот. Также у нас педагогические отряды работали в лагерях, работали не только в Якутии, но и работали также в Приморском крае. Вот. Сервисные отряды у нас выезжали в этом году в Краснодарский край, в Сочи работали. Вот. И также у нас они в Якутии работали также. Вот. И путинные отряды, сельскохозяйственные отряды, они у нас работали на Сахалине, на Камчатке. Вот. Как-то так. То есть, в принципе, география достаточно широкая. Можно сказать, работали и на юге, и где-то на севере, то есть в различных регионах нашей страны. А есть вот места, где ребятам больше всего нравится, куда ребята стараются попасть? Может, какие-то отряды или поездки в какие-то другие города? Или какие-то направления, может быть, и самые востребованные? Мне кажется, все направления у нас востребованы, все отряды у нас заполнены, все направления работают. Вот. Но мне кажется, вот 5 направлений, они все у нас популярны по-своему. То есть человек обычно выбирает свое направление, сам от себя. То есть, если я люблю детей, хочу с ними работать, то я выберу педагогическое направление. Мне это очень безумно понравится. Но у нас все направления востребованы. Я могу так сказать. Все 5, все полны, все готовы работать. Ну, такой вопрос. Как студенту, например, попасть в студенческий отряд? Берут ли всех? Есть ли какой-то отбор? Какими качествами, может быть, нужно обладать, чтобы попасть в студенческий отряд? В студенческие отряды мы набираем всех студентов. То есть по желанию любой студент? Да, по желанию. Любой студент может вступить к нам. С 14 лет уже могут стать бойцами студенческих отрядов, да, с 14 лет уже могут вступить. Обычно в сентябре у нас проводятся наборы. Отряды проводят наборы, обычно это бывают рассылки, да, по WhatsApp, бывают рассылки в социальных сетях. Также у нас есть отряды, которые работают на базе какого-то учебного заведения. То есть, допустим, тот же самый Peace Power People, который работает на базе финансово-экономического колледжа, он набирает, допустим, в основном своих же студентов. Вот. И также обычно наборы в отряды делают осенью и весной, перед летним трудовым семестром. Обычно, да, берут всех по желанию и уже начинает свою работу. Ну, не факт, что все задерживаются. Вообще есть текучка, в студенческих отрядах? Наверное, есть. Ну, она есть, но в основном все остаются, потому что они подхватывают весь этот дух, весь этот
настрой, всю эту атмосферу. Им это очень нравится, и они остаются у нас и работают не только летом, но и зимой тоже. Ну, вот, например, есть ли какой-то план у студотрядовцев, да, например, устроить 5000 человек на работу на лето? Или Да, другие планы? есть. Расскажите. Ну, то есть в начале года, да, сам Айсен Сергеевич, он нам дал поручение на то, чтобы мы трудоустроили в этом году, то есть в 2022 году трудоустроили около 2500. И мы это сделали. Мы трудоустроили больше 2500 студентов. Мы думаем, мы с этой задачей справились. Вот. Ну и, в принципе, готовы взять, наверное, еще более... Да, еще больше готовы взять. Ну, а как проводят свободное время студотрядовцы? Есть ли вообще время на полноценный отдых? Ну да, конечно, есть. Но у нас они в основном работают летом. Летом они приезжают, и мы уже в течение всего года устраиваем различные мероприятия, акции какие-нибудь, да, и там мы уже для них, то есть, допустим, они у нас работают не только летом, но и работают и зимой. Но те же самые вот закрытие летнего трудового семестра, да, где тоже готовились ребята за звание лучшего студенческого отряда. Также у нас ежегодно проводятся мероприятия, как туристический слет студенческих отрядов Якутии. Он у нас в этом году проводился 2 раза, летом и осенью. Также проводятся различные слеты, да, допустим, слет студенческих педагогических отрядов Республики Саха-Якутия. Также у нас проводятся школы, республиканская школа командного состава, то есть где у нас обучаются командиры-комиссары студенческих отрядов. Также штабы учебных заведений тоже устраивают свои школы, да, допустим, СВФУ у нас устраивает школу командиров и комиссаров, ШКИК называется. АГАТУ у нас устраивает тоже свою школу, школа молодого бойца, прошу прощения, курсы молодого бойца. Также у нас школа медицинского направления есть, школа подготовки вожатых, то есть мы их обучаем и ближе к лету, весной, и уже готовыми их отправляем летом работать. А вот как членство в студотрядах сказывается на учебе? Помогает ли учебе, либо возникают иногда проблемы с этой деятельностью? И вообще, есть ли какие-то привилегии в учебе для тех, кто членствует в студотрядах и себя активно проявляет? На самом деле, вот нам 50 лет студенческим, 55 лет студенческим отрядом Якутии. Через нашу школу прошли около 150 тысяч человек. То есть, допустим, на учебе есть, так скажем, мы встречаем на своем пути есть преподаватели, которые сами состояли в студенческих отрядах. И они понимают, поддерживают нас. Ну и, конечно, бывают случаи, когда преподаватель вообще, в общем-то, не любит, когда студент где-то активно участвует. Ну, не только в студенческих отрядах, а вообще. Ну да, есть такие преподаватели, но... Если говорить в целом, как это сказывается вообще в целом поддерживают. В целом поддерживают. Да, вот меня лично, да, мой куратор очень поддерживает, очень рад за меня, пишет мне удачи, поддерживает во всем. Вот. Ну и в учебе, да, помогает, поддерживает. Мы сами, региональное отделение, тоже поддерживаем наших бойцов во всем. Вот. Если по учебе как-то какие-то трудности есть, какие-то трудности есть, да, мы готовы всегда помочь, переговорить как-нибудь, да, помочь поддержать наших студентов, наших бойцов. Но бывали ли случаи, когда студенты работали, а потом возвращались уже после окончания университета? Да, таких случаев очень много, мне кажется. Ну и сама лично я, да, тоже думала, вот окончила среднее специальное образование и думала, может, пойду работать, думала уже все с студенческими отрядами, я свое уже отработала, но я поступила дальше на высшее образование в СУФУ и подумала, почему бы и нет? Почему бы и нет? Нет, я пока не готова прощаться со студенческими отрядами. Вот. В этом году в Якутии отмечается 100-летие якутской автономии. Какие мероприятия были приурочены к этой дате? Было ли что-то особенное? Мы поставили себе задачу
в честь такого события как раз-таки организовать 100 отрядов, 100 отрядов и отправить их на работу. И мы это сделали, мы около 104 отрядов. То есть даже за сотню перевалили? Да, И перевыполнили план? Да, даже перевыполнили свое. Угу. Ну, то есть это так получается 100 отрядов как раз к юбилейной дате, то есть такой символизм здесь некий присутствует, да? Ну, хорошо. В прошлом году была информация о том, что направления деятельности студотрядов будут расширены. Вы уже сказали о том, что появилось новое направление. Вот среди новых направлений работы появятся отряды проводников в железнодорожных поездах. Получилось ли реализовать эту задумку? Ну, вообще, есть ли информация, будет ли это реализовано? Да, конечно, но пока у нас это в этом году планировали, но не получилось, потому что появились некие трудности, но все же мы настроены на то, чтобы в следующем году уже добить это. У нас уже в этом году выбрали куратора уже этого направления, то есть она уже будет, она сама хочет. У нас есть боец, который изъявил сам желание. Я хочу, к нам подошел и сказал, я хочу создать отряд проводников. Я хочу этим заняться, я горю этим делом. И мы подумали, почему бы и нет, мы уже выбрали куратора этого направления. И в следующем году уже планируем уже создавать отряды и уже трудоустраивать их. Мне кажется, это очень будет классное направление, где тоже будет очень много желающих попасть туда. Ну, то есть студенты возьмут на себя функции проводников. Да. То есть будут, в принципе, также по вагонам ходить, Да. обслуживать, получается, пассажиров, да? Ну, то есть, в принципе, те же самые функции исполнять. Да. Ну, очень интересно, да, действительно. Очень. Ну, мы уже говорили о пандемии, а вообще как на движении сказалась пандемия коронавируса? И ведь, несмотря на все сложности, работа продолжалась. Мне кажется, на мое мнение, да, тоже мы в этом году только-только восстановились от этого, потому что за пандемию мы потеряли очень многих активистов, потеряли бойцов, да, которые бы работали. И сейчас у нас в 2020 году у нас работали только путинные отряды, а у нас не работали, допустим, вожатые не работали у нас, сервисное направление не работало, и строительные тоже вроде, только работали Путина, как я помню. Но восстановились в этом году уже, 2500 ребят трудоустроили, и... Ну, то есть пандемия, которая длилась дольше года, она сказалась, в принципе, как на активность, то есть активисты перестали посещать встречи, движения и, в принципе, сами отпали. Да, или что произошло? Эти активисты, в они чем уже... была трудность? То же самое, учебу закончили. Кто-то я учебу, во время например, пандемии тоже закончила учебу. И сейчас, мне кажется, так, 50 на 50 как-то и плохо, и хорошо. Но в целом, наверное, может быть плохо. 50 на 50, скажем так. Пандемия, да, говорят же, возможности, то есть какая-то неприятность, да, это дает какую-то возможность. Вот какую возможность вы для себя увидели во время пандемии, может быть, в своем движении? Сделали какие-то, может быть, новые направления появились или новые возможности работы во время пандемии? Что-то такое заметили? Какие-то положительные движения внутри самого вашего сообщества произошли какие-нибудь? Так, во время пандемии у нас стояли задачи, как, а что же нам организовать, как нам удержать своих бойцов, да. Например. И как решали эти допустим, задачи? Анисия Титова, да, комиссар штаба студенческих отрядов Северо-Восточного федерального университета, она у нас во время пандемии придумала мероприятие «Школа молодого бойца». То есть это мероприятие сначала было дистанционное, да, это было мероприятие дистанционное, то есть они там через дистанционно обучались, и это уже так понравилось нам, понравилось самим бойцам, и этот проект уже у нас стал победителем грантового конкурса. То есть продолжили развивать его? Этот проект у нас... вырос уже, разросся. Да, вырос уже, и
ну, появились у нас различные новые проекты, вот как вот школа молодого бойца, ну, скажем так. Мгм. Существует всероссийская спартакиада студенческих отрядов. Насколько охотно ребята из Якутии принимают в ней участие, ну и были ли успехи? Так, ну вот как раз-таки в рамках Всероссийской спартакиады у нас вот прошел региональный этап спартакиады ДИК, где у нас участвовало 9 команд студенческих отрядов. Обычно на всероссийские спартакиады у нас команду мы составляем с округа. То есть команда у нас образовывается не только вот из Якутии, но и также из других регионов. На самом деле, вот слет у нас прошел после пандемии как раз-таки в первый раз, очный слет. И на последнем слете, который у нас проходил очно в 2019 году, наши бойцы вот в составе в составе команды нашего округа Дальневосточного, да, они у нас заняли призовые места, заняли по настольному теннису призовые места, по футболу, вроде как я помню, да, по черлидингу. Вот. И ребятам очень нравится. В этом году не получилось поставить команду, потому что Какие-то трудности? да, наверное, были? трудности появились, поэтому не смогли, но зато мы провели региональный этап. Ну, то есть ребята, в принципе, Да, активно ребята участвуют очень в активны. спортивных соревнованиях тоже Да. и занимают, к тому же, призовые места. Да. Мгм. Ну, вот вы уже сказали о ветеранах. Хочется узнать побольше. Существуют ли ветераны при студотрядах? Расскажите о них подробнее. Кто входит, ну и кто может вступить? Но у нас, Совет ветеранов. да, совет ветеранов, он у нас существует, есть и работает тоже, да. Но туда обычно вступают наши бойцы, которые уже закончили свою работу в студенческих отрядах, которые уже выпустились, которые уже работают, уже То есть завершили да, обучение, которые уже уже работают завершили по обучение, профессии, может работают быть, по да? профессии, да, они могут вступить вот в этот совет, и обычно, ну да, они у нас присутствуют точно так же на всех мероприятиях, тоже поддерживают, вот, и работают, помогают нам, советы дают, вот, как-то Ну, так. совет старших, конечно. Да, совет старших, конечно, особенно в очень деле важен. он всегда нужен. Ну и чем так хороша жизнь студотрядовца? Давайте вдохновим тех, кто еще ни разу не был в студотрядах и, может быть, желает туда попасть. Так, ну, студенческие отряды — это на самом деле очень такая большая организация молодежная, да, очень большая, которая охватывает около 250 тысяч студентов по всей России. Мы можем гордо называть себя самое лучшее движение страны. Это мы. Вот. Ребятам, которые которые хотят, возможно, да, вступить к нам, я говорю вам, да, вступайте обязательно к нам. У нас очень классно. И у отрядов есть своя романтика. Те же самые наши бойцовочки, которые мы заслуженно получаем, у нас бойцовки ребята получают как? Они должны сначала проявить себя, показать себя, отработать свою силу, но только тогда они получают вот эту вот заветную бойцовку, цеп, вот. И также Ну, вот интересно, вот смотрите, очень много значков различных, да? Вот расскажите, о чем они вот говорят, эти значки. То есть их просто так вы можете на себя повесить, или их нужно заслужить? Вот вы об этом. это надо заслужить. Так а за какую деятельность дают значки? Вот, ну смотрите, допустим, вот тут, да, вот мы можем тут увидеть целинные кирпичики. Это, то есть, по ним мы можем узнать, сколько уже человек работает в студенческих отрядах. Допустим, у меня тут их 4, то есть я уже как минимум 4 года я уже состою и работаю в студенческих отрядах. Вот. Далее мы тут видим наши нашивки, то есть мы по ним можем узнать о том, что я мастер, методист педагогического отряда, и также вот о том, что я специалист пиар-отдела уже регионального штаба. То есть вот также по лычкам мы можем узнать. То есть у нас есть одна лычка, это, то есть он либо комсостав линейного отряда, если тут у нас 2 лычки, то есть он уже комсостав штаба,
штаба, который работает при учебных заведениях, да, и вот если 3, то он уже работает в региональном штабе. Вот, также это мы тут можем увидеть награду. Награду российских студенческих отрядов. Это почетная грамота со знаком отличия. Вот. Тут мы уже можем увидеть все мероприятийные значки. То есть через какие мероприятия организовывали, через какие прошли, да? Да, их у меня тут очень много, они у меня тут до шеи все. Вот. И по ним мы можем узнать, допустим, где у нас человек был. Вот, допустим, это у нас всероссийского слета студенческих отрядов, который у нас проходил в городе Москве. Это, допустим, у нас с форума студенческих педагогических отрядов, который проходил у нас в городе Сочи. Тут у нас уже идут с Питера, с Воронежа. Вот. То есть можно сказать, что по значкам, в принципе, можно узнать о деятельности члена студотряда практически все. И тот, кто в этом разбирается, в принципе, с одного взгляда, или кто прошел через студотряды, может с одного взгляда определить, да, в принципе, чем занимается тот или иной член студотряда. Да, все по ним можно все узнать. По бойцовке можно узнать о человеке абсолютно все. Анжелика, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успехов в вашем движении, ну и еще больше новых достижений на благо нашей республики. Спасибо большое. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Сергей Михедов. Смотрите нас по будням в 19:15 и расскажем, чем живет Якутия.